Правительство США запретило ввоз товаров, произведенных трудовыми узниками Китая и других стран. В начале года издание New York Times сообщило о запрете ввоза товаров китайской компании Тайда, произведенных на фабрике, расположенной в Хотани. Стало известно, что американский партнер Тайда расторгнул соглашение с китайской компанией после того, как столкнулся с критикой в связи с конфискованной спортивной одеждой марки B-Sir. Недовольство жителей Стамбула вывесками, дублирующими названия трамвайных остановок на китайский язык, растет с каждым днем. В дополнение к закрытию вывесок наклейками с напоминанием о преследовании уйгуров, на остановках были расклеены лозунги с надписью «Свободу Восточному Туркестану». По данному вопросу озвучила свою позицию и турецкая партия ИИ. На официальной странице партии было выложено сообщение с прикрепленным хэштегом аккаунта мэрии города. Мы не можем понять целей городского управления Стамбула, разместившего китайские надписи на станциях метро и трамвайных остановках, несмотря на то, что Китай запрещает язык, религию и культуру уйгуров и других тюрков Восточного Туркестана, пишется в заявлении партии. Стали известны имена стран, подписавших соглашение на выдачу уйгуров Китаю, проводящему репрессивную политику в Восточном Туркестане. Согласно договору, вне зависимости от цели визита, правоохранители данных стран должны задержать уйгуров сразу после прибытия и передать их китайским властям. Во главе с Пакистаном, Саудовской Аравией, Египтом, Таджикистаном и Узбекистаном соглашение подписало большое количество государств. На турецко-сирийской границе активизировались действия военных после указа президента Турции о начале операции на востоке Ефрата при поддержке военно-воздушных сил. Вооруженные силы Турции начали стягивать боевые машины пехоты и броневые транспортеры в поселок Акчакале города Шанлы-Урфа. Дула танков и гаубиц, установленных на холмах Акчакале, направлены в сторону Тель-Абьяда. В свою очередь, боевики террористических организаций ЕПГ и ПКК, поддерживаемых США, начали подготовку для отражения возможной операции турецких военных. Европейский Союз опубликовал данные о количестве беженцев. Согласно сообщениям газеты Welt AM Sonntag, в период между сентябрем и январем из Турции в страны Евросоюза прибыло 46 546 беженцев, что означает увеличение показателя на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В докладе также указывается, что только с 23 по 29 сентября в Грецию прибыло 3710 человек. Это стало самым крупным потоком с момента вступления в силу соглашения о возврате беженцев, подписанного Евросоюзом и Турцией в 2016 году.